Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, из которого следует, что за последние 9 недель зажигательное оружие применялось подразделениями Сирии и России в сирийской войне не менее 18 раз. В частности, во время боев в городах Алеппо и Идлиб. В результате пострадали до 20 мирных жителей. Организация сообщает, что полученные ею фотографии и видеокадры являются убедительным доказательством позорного, по словам правозащитников, применения данного вида оружия. Еще примерно 40 подобных случаев зарегистрированы на основании показаний очевидцев, хотя и не подтверждены документально. В заявлении Human Rights Watch сказано следующее. Сирийское правительство и Россия должны немедленно прекратить обстреливать зажигательными снарядами районы, где живут мирные жители. Это оружие приводит к ужасным увечьям и невыносимой боли, поэтому все страны должны осудить их применение в районах, где живут мирные жители. В настоящее время к категории зажигательного относятся такие виды оружия, у которых имеется боезаряд с напалмом, белым фосфором или боеприпасами объемного взрыва с термобарическими смесями. При детонации такой заряд воспламеняется, и погасить его чрезвычайно трудно, а нередко невозможно. Их использование в военных целях не запрещается международными конвенциями, но считается недопустимым против гражданского населения из-за причинения излишних физических страданий. Ранее организации Human Rights Watch и Amnesty International уже обвиняли Россию в нарушении международных правил ведения войны в Сирии. Российское командование утверждает, что не наносит ударов по районам проживания гражданского населения. Глава Российской академии геополитических проблем Леонид Ивашов заявил, что в ВВС России вообще отсутствуют зажигательные боеприпасы. Тем не менее, международные правозащитники призвали страны мира к тому, чтобы на предстоящем форуме по конвенциональному оружию в Женеве добиться запрета на применение зажигательного оружия, в первую очередь в виде бомб. Сирия, в отличие от России, пока не подписала международный протокол по ограничению применения зажигательного оружия. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.